Портал исследовательского аналитического центра подготовил обзор важнейших проектов и перспектив для Казахстана, которые по замыслу их авторов должны осуществиться в 2022 году. Запуск национальной платежной системы. О намерении запустить свою платежную систему в стране говорят с 2014 года. Впервые идея прозвучала, когда Национальный банк страны возглавлял Кайрат Келимбетов. Однако последующие руководители финрегулятора об этом намерении не вспоминали. Планы по созданию национальной платежной системы достали из-под сукна и стали претворять в жизнь, когда Нацбанк возглавил Ерболат Досаев. Как отметил Досаев, национальная платежная система призвана не только бороться с теневой экономикой, но и повысить долю безналичных расчетов. В ноябре на встрече с президентом глава Национального банка сообщил о готовности к запуску в пилотном режиме. В декабре заместитель председателя Национального банка Берик Шолпанкулов на правительственном часе в Мажилисе отрапортовал, что полномасштабный запуск национальной платежной системы планируется к середине 2022 года. Он отметил, что ее основными компонентами будут межбанковская система платежных карточек и система мгновенных платежей. По его словам, запуск позволит снизить банковскую комиссию при использовании системы мгновенных платежей в 2,5 раза, или же до 1%. Председатель Национального банка также сообщил, что к системе мгновенных платежей уже подключены 4 банка, а в ближайшее время ожидается подключение еще 7. Рост пенсий, пособий и зарплаты. 2 декабря Касым-Жомарт Токаев подписал закон о республиканском бюджете на 2022-2024 годы. Так, с 1 января 2022 года размер минимальной месячной зарплаты будет увеличен с нынешних 42 500 до 60 тысяч тенге, месячный расчетный показатель вырастет с 2917 до 3063 тенге. По расчетам Министерства труда и социальной защиты населения, рост минимальной заработной платы позволит обеспечить увеличение доходов у 1 600 000 человек, работающих во всех отраслях экономики. Кроме того, с 1 января 2022 года будет увеличен минимальный размер государственной базовой пенсии с 18 524 до 19 450 тенге. А минимальный размер пенсии в 2022 году будет равен 46 302 тенге, сейчас он составляет 43 272 тенге. По расчетам Минтруда, рост вышеуказанных показателей позволит увеличить доходы 5 миллионов казахстанцев, которые получают пенсии и пособия из госбюджета. Налоговый колпак. Поправки в налоговый кодекс, вступающие в силу с 1 января 2022 года в Казахстане, включают в себя много новшеств. К примеру, в республике появится паспорт налогоплательщика. Он предоставит открытый доступ к данным налогоплательщиков об исполнении ими своих налоговых обязательств. Паспорт налогоплательщика будет выполнен в виде QR-кода, который будет размещаться в местах непосредственного нахождения контрольно-кассовых машин на предприятиях сферы общественного питания и торговли. Кроме того, заработает налоговое мобильное приложение, позволяющее физическим лицам получать сведения о суммах по земельному налогу, налогу на имущество, на транспортные средства физлиц и имеющейся сумме задолженности. Еще одно нововведение. Банки будут обязаны предоставлять фискальным органам сведения по итоговым суммам платежей за календарный год, поступившим на текущий счет посредством мобильных платежей. А еще ежемесячно по итоговым суммам, поступившим на банковский счет индивидуальных предпринимателей, применяющих отдельные специальные налоговые режимы и использующих мобильное приложение и Салык Бизнес. Помимо этого, банки будут обязаны предоставлять сведения и по физическим лицам, не состоящим на регистрационном учете в качестве индивидуальных предпринимателей. С 1 марта банки и организации должны предоставлять информацию об итоговых суммах платежей и переводов за календарный год, осуществленных физическими лицами в пользу иностранных интернет-компаний. В данное время готовится приказ об утверждении порядка, формы и сроков предоставления такой информации.
Поправки предусматривают обязанность платежных организаций предоставлять уполномоченному органу информацию об итоговых суммах платежей и переводов за календарный год, осуществленных физическими лицами в пользу и в разрезе иностранных интернет-компаний. Есть и другие поправки. Предоставление рассрочки по уплате налогов и на срок более 1 года, но под залог недвижимого имущества налогоплательщика или банковскую гарантию. Упрощенный порядок ликвидации компаний, являющихся плательщиками НДС, которые не осуществляли предпринимательскую деятельность в период срока исковой давности. В денежные расчеты вводится понятие «мобильные платежи», что позволит применять онлайн контрольно-кассовые машины при денежных расчетах, осуществляемых посредством мобильных платежей. Планируется также заменить минимальный размер заработной платы на минимальный расчетный показатель для определения налогооблагаемого дохода. Кроме того, планируется введение налога на кладовки в жилых комплексах, используемых в личных целях, поставки аналогичным жилищам, а также налога на парковочные места.